Буквально пару недель назад на канале абхазского телевидения в программе «Грани» мы показали многодетную абхазскую семью, у которой дом находится в аварийном состоянии. Сказать, что в таком доме нельзя, да и небезопасная жизнь с детьми, это ничего не сказать. Маленький фрагмент с прошлого материала сейчас будет представлен вашему вниманию. У нас 5 детей. Старшей дочке 9 лет, потом сын 6 лет, потом дочка 5 лет, 3 года и 2 года мальчику. Дом очень в аварийном состоянии находится. Когда ветер или сильный дождик, он очень трясется. Жить очень сложно здесь. Там есть комнаты, то, что даже затапливает. Снизу комната есть, то, что затапливает она. Очень сыро в нижних комнатах, а в верхних продувает очень много дыр. В детской комнате там тоже много дыр. Идет труба, через которую греются дети. Мы снизу топим ее, они через нее греются. И, печки то, что есть, то, что их нету. Ее от света, которые электрические. А по трубе, когда дождик идет, капает дождик. Там в одном месте тоже текло. Мы его закрыли, текло. С окон тоже очень сильно дует. Там одного окна нету, мы заделали его. Одно окно оставили, чтобы проветривать, и открытое было. Но в этом окне тоже дырки есть. Проводка тоже очень плохая, старая очень проводка. И очень много печек тоже не можем подключать. Сегодня у нас есть куры, утки, индоутки. В основном они только. Спустя пару недель мы вернулись к семье, о которой рассказывали в прошлом выпуске передачи, уже с хорошей новостью. Особая благодарность, кто нам помог, Баракяту, большое огромное спасибо, помогли, толчок в жизни дали такой. Как-то не надеялся, но надежда все-таки была, что впереди новый дом, что-то делать для себя, всякие удобства себе сделать. Дальше сами уже как-нибудь справимся. Нам особо было только это, чтобы дом был, где с чего начать. Первый этап на крышу сделать, и остальное все сами сделаем. Так друзья помогут, с кем работаем, например, мы все вместе станем, все сделаем. В любой срок нам вообще без разницы. Можем сделать все. Конечно, бы хотелось, помимо всех тех, кто внес свой вклад, поблагодарить особенно одного человека. Все мы не помним, как недавно произошла трагедия в городе Гагра. Молодой парень упал в шахту лифта. Он находился в реанимации в Сухумской больнице. Вся страна собирала деньги, чтобы были такие планы вывести его. Врачи были какие-то надежды на спасение его жизни. Вся страна собирала деньги на спасение его жизни. И при нашем содействии также была собрана сумма в 371 тысячу и передана матери ребенка. Нам оставалось для того, чтобы закрыть сбор, 25 тысяч. Раздался звонок, звонила мать Архипова Коли, который погиб трагически. И она изъявила желание вернуть все деньги, которые были собраны для спасения его жизни. И ей захотелось, чтобы эти деньги принесли благо детям, и чтобы мы их распределили среди нуждающихся семей, чтобы мы помогли семьям, которые находятся в таком же бедственном положении, как до этого находилась эта семья. Хочу выразить ей огромную благодарность. В каждом доме, в котором мы поможем, благодаря этим деньгам мы сможем реализовать не один проект. В каждом доме будет частичка ее добра и частичка того поступка, который она сделала, возвратив эти деньги. Спасибо ей огромное. Хотелось бы пожелать ей терпения, здоровья. Мы знаем, что она является педагогом в школе. Несмотря на свое горе, которое у нее произошло, она нашла в себе силы и решила помочь людям, за что ей огромная благодарность.
Новый дом куплен. Нашей съемочной группе посчастливилось увидеть реакцию детей, впервые увидевших свой новый дом. Дети с радостью делились своими эмоциями и мечтами. Теперь у них будут свои комнаты, огромный просторный двор и просто счастливое детство. Аляс, ты комнату выбрала уже себе? Показывай, где твоя спальня будет. Давай, пошли. Девочки, пошлите. Ника, пошли. Тут девчачья. Девчачья, Аляс выбрал себе. Ну и что? Здесь бутылочка. Ну это починят. А что ты здесь хочешь, чтобы у тебя в спальне было? Что у тебя здесь будет? Игрушки. Игрушки? А что еще будет? Кровать, наверное, будет большая, да, стоять? А что ты еще хотел бы? Может, телевизор хотел бы? Что? Ну расскажи, какую ты хочешь себе здесь комнату? С машинами. С машинами? А какие ты игрушки больше всего любишь? Машинки. Машинки? И вот здесь все в машинках у тебя будет. А ты сестричкам комнаты выбрал уже? Давай показывай, где сестрички будут спать. Пошли, показывай. Пошли, пошли, пошли. Так, не мешайте, мы спальню идем смотреть. Где? Не буду. Вот здесь? Вот здесь будет спальня? Да? Надо. Ты будешь помогать? Будешь помогать чинить, да? Их на всех комнаты есть теперь, да? Тебе нравится здесь? Ну расскажи, как ты вот когда увидел, тебе все понравилось? Двор тебе нравится? Ну тебе расскажи, вот тебе понравилось здесь? Да. А что тебе больше всего понравилось? Комнаты. Да? А двор? Тоже. А вот там какое-то дерево, расскажи, что за дерево у тебя растет? Дерево – это киви. Да. Растет около дома. И ты будешь собирать потом? Да. Некоторые люди считают, что ну, вот в таких условиях можно не рожать, нужно не рожать, надо там свои силы соизмерять и тому подобное. Но если мы подойдем с этой точки зрения, да, то в нашей стране останутся, скорее всего, единицы многодетных семей, так как если соизмерять свои доходы и те траты, которые обязательны для семьи, когда у тебя много детей, ну, я не знаю, на скольких работах надо работать и как надо работать, чтобы все это успевать. И, конечно же, надо понимать, что не каждый может стать бизнесменом или зарабатывать крупные деньги. Вот. И, конечно же, я, конечно, это не приветствую, но когда такие комментарии пишут люди, нация которых количество превышает там 180 миллионов, еще как-то можно понять. Но когда пишут, наши же сограждане, да, нас и так очень мало, да. И если вот такие большие семьи пропадут, ну, я думаю, что в скором будущем это грозит и тем, что и мы пропадем. Что может быть лучше счастливого взгляда матери? Анастасия едва сдерживала слезы, рассказывая о планах на будущее. Теперь у ее детей есть свой безопасный дом. Ощущение не передать просто словами. В дальнейшем очень многое уже за вот этот промежуток времени, который пришли, сказали вот то, что вот этот дом будет уже ваш. Это столько планов, столько всего хочется сделать. Вот, вперед идти, не назад наоборот, а вперед идти. Столько всего хочется сделать, но в дальнейшем все получится, надеюсь. Пока вот сделаем основной дом, а потом уже потихонечку будем делать тот. И уже, может быть, и сдавать тоже будем, посмотрим. Есть люди, которые не просят даже помощи. Я тоже очень редко, когда просила помощи, вот, который принялся вот за наш дом.
взялся, все. Я не просила, я не ждала, я не думала даже за это. Мне позвонила Алина Еник и сказала, к тебе, говорит, вот приедут, говорит, посмотрят, все. Я говорю, ради бога, я, как бы никакой надежды не питала. И потом уже спустя какое-то время уже сказали то, что вот будет вам это. Даже я не знала, что делать, или плакать, или смеяться, вот. Как-то вот неожиданно тоже. А вот с января месяца вообще, как бы говорится, начинают исполняться желания. Новый год, на самом деле вот Новый год, все по-новому. Я буду знать в будущем то, что у моих детей есть дом, то, что им не придется вот снимать жилье, насчет вот этого вот. То, что я буду знать, что у них есть хоть что-то. И буду спокойна за это. А потом уже дальше больше будет. Нам дали вот первый толчок, чтобы сделать, начать. Я очень благодарна за это. Очень большое спасибо. Дай Бог каждому, кто собирал деньги, кто делал это все пожертвования. Спасибо. Дай Бог здоровья вам, вашим детям. Не делай. И нам главное то, что дали нам толчок, чтобы дальше что-то продолжать делать. А остальное мы потихоньку уже сами сделаем. Мы доведем этот дом до ума. Они будут жить, дети будут жить в комфортных условиях. У каждого ребенка появится своя комната. И как минимум вопрос с бытовыми условиями в этой семье мы снимем. Уже частично сняли, но до конца мы снимем этот вопрос. Еще тут район очень хороший, туристический. Здесь летом много туристов. Если немного поможем мы им, и они смогут сдавать комнаты. То есть и помимо бытовых условий, еще и финансовые какие-то вопросы тоже снимутся. Им легче будет воспитывать детей. Внутри будет сделан косметический ремонт. Будут все отличные приемлемые условия для жизни. Также со мной связалось уже несколько человек. Кто-то изъявил желание помочь сантехникой для ванной комнаты. Другой человек дает спальню в этот дом. Третий человек дает диван. То есть потихонечку мы обустроим этот дом, и этот дом будет теплым, хорошим, комфортным для проживания, будет согревать большую дружную семью. Сложно передать словами, как дети играли теперь уже в собственном дворе, как рассказывали о своих мечтах уже в новом доме. Глядя на такую большую, красивую и скромную семью, понимаешь, что не в деньгах счастье. Впереди, конечно, много работы. В ближайшее время фонд «Баракят» поможет семье установить в доме новые стеклопакеты и заменить кровлю. Судя, сколько деток, детская площадка нужна. Как бы у вас немножечко там для детей мало пространства, им там хоть стадион подавать. Вот ваше впечатление, когда вы увидели вот пространство для ваших детей, где они могут разогнаться наконец-то? Да, и они тоже вот пришли, когда сюда, Лиана, она уже была здесь. А они здесь сегодня первый раз. И они сказали, нам здесь вот качели сделать. Я говорю, не одну, а 3 или 4 сразу, чтобы все сразу катались, чтобы не дрался. Вот я это хочу сделать. Уже это тоже было в планах сразу, чтобы сделать, чтобы они катались, а мы их будем видеть, а сами свои дела делать. Самое главное, чтобы они были на виду у меня. Я буду видеть их, если даже я буду в комнате убирать или дела что-то делать, я буду их видеть. Знать то, что, у нас тоже склоны там были в том доме, они сейчас есть. А здесь ровное пространство, нигде не упадут, не покатятся, ничего. Сколько раз вот и она, и они тоже сколько вот себе шишек понаставили, шрамов понаставили. Многодетные абхазские семьи, да,
Это продолжение нации, абхазской нации, чтобы она не пропала просто. И чем больше будет таких многодетных семей, тем больше возможностей самосохраниться, не пропасть полностью. И по моему мнению, вот как мы в этом случае поддержали эту семью, да, нам никто же не обеднел от этих 100 рублей, 1000 рублей, никто и не обогатился и не обеднел, перечислив эти деньги. Мы перечислили один раз, да, кто-то 100, кто-то 200, кто-то 1000 рублей, да. Но я считаю, это самая рациональная трата денег, да, одна из самых рациональных трат денег и вложение в наше будущее. Мы вложились в этих детей, можно так сказать. Мы сегодня предоставили, у них теперь будет дом, да. И хотелось бы, чтобы вот такие многодетные семьи не чувствовали себя одинокими, не чувствовали себя брошенными, чтобы понемногу общество начало больше обращать внимание, что, может, это сподвигнет многих не бояться заводить большие семьи, понимая о том, что если ему будет трудно, да, общество его поддержит, общество ему поможет, протянет руку помощи. Тогда у нас все получится, если мы так к этому будем относиться. Ну, а если мы будем по-другому относиться, и вот это мнение лучше не рожать или зачем нарожала, да, если это мнение укоренится в нашем обществе и будет нормальным, считаться нормальным, то я думаю, ну, через столетие, ну, мы можем просто пропасть. К фонду «Баракят» активно присоединяются предприниматели, вносят свой вклад. Кто-то на безвозмездной основе отдает стройматериалы, кто-то по себестоимости. У фонда «Баракят» есть вот такая наклейка. Что она означает? К примеру, если вы покупаете сантехнику, стройматериалы, то из вашей суммы какая-то часть уходит в помощь многодетным семьям. Всегда обращайте на дверь, если там вот такая вот наклеечка. Сегодня мы отдаем такую наклейку одному из магазинов. Хозяйка магазина «Полы Ламинат», который расположен в городе Сухум по улице Эшба, 193, приехала в Абхазию через несколько месяцев после Отечественной войны народа Абхазии. История ее очень интересная. Мало кто знает, что именно она была одной из первых, кто начал снабжать граждан Абхазии хлебом в тяжелые послевоенные годы. Вот так и до сих пор помогает абхазскому народу. Я после войны через 3 месяца приехала сюда по приглашению правительства. А как вы связаны с Абхазией? Тогда Адыга Хаса приехала, ваши представители приехали к нам, и нас собрали тогда бизнесменов, а у меня был цех большой по хлебобулочным изделиям, и меня пригласили тогда как пекаря. И первый хлеб давали среди первых этих, кто дал, это моя фирма тогда была из Кабарды, и 33 магазина в городе я снабжала хлебом сразу же после войны. Поэтому таким образом я попала, я даже до войны ни разу не была в Абхазии, я не знала, что такая красота здесь есть. А когда уже приехала, мне уже понравился климат по состоянию здоровья, он мне очень хорошо подошел. И я решила здесь остаться, поэтому тружусь, перевезла своих детей сюда, и внучка у меня здесь учится, поэтому я уже здесь нахожусь. Сразу же мне дали гражданство, в течение 3 дней мне тогда дали гражданство абхазское, и я являюсь гражданкой Абхазии. Сколько именно вот этой деятельностью вы занимаетесь? Вот этой деятельностью занимаюсь 12 лет. Но у нас были тогда двери плюс полы, и когда у нас дела стали получше, мы с компаньоном разделились, двери остались у него, полы остались у меня. А как вы услышали вот об организации «Баракят», которая помогает целенаправленным многодетным семьям, и почему вы решили все-таки внести свой вклад?
По интернету я просто случайно увидела и как бы сама предложила, и очень обрадовалась, что у нас теперь появилась такая организация. И тогда предложила, что я могу помочь именно ламинатам. Поэтому откликнулись тоже с удовольствием, как бы, и не знаю, какой семье я помогла тогда, но я знаю, что частица моего труда была вложена в это дело. И потом, как бы, и сами представители пришли ко мне с благодарностью, и я еще раз сказала, сколько раз возможно будет помочь мне, если даже не все бесплатно, но в данном случае по себестоимости, как это мне достается, я всегда готова рядом стоять с этой организацией, потому что мы должны всегда вносить частицу своего труда в это общество. Если мы не будем помогать тем, которым сегодня тяжело, завтра может постигнуть нас такая же беда, поэтому хочется, чтобы мы больше улыбались, чем плакали. Поэтому я рада, что эта организация есть. Я знаю, что сегодня, если даже не сегодня, так завтра, многие другие люди и другие бизнесмены подтянутся, и мы можем очень многим помочь вот в эту тяжелую минуту. Я знаю, что эти дети потом вырастут, и я не знаю, в каком положении мы будем, но потом будет уже наша судьба, может быть, зависеть от этих детей. Поэтому я с удовольствием иду сегодня навстречу этой организации. Столько лет протягиваете руку Абхазии, по сути, начиная от хлеба. Насколько для вас важно, чтобы человек умел протягивать руку помощи? Это должно быть рождено с нами. Это должно быть в нашей душе. Это мы должны воспитывать в наших детях. И мы должны с этим жить. Я просто даже не думаю, вот у меня вот всегда... Я же всегда работаю с клиентами. Вообще по старой профессии я врач, диетолог по образованию. Потом в последующем при распаде России я уже ушла в бизнес. Начала, так как я была диетологом, начала с хлеба, и потом уже продолжилась и перешла уже в такое русло. Поэтому мы же ведь не знаем, кем мы будем завтра еще и в каком месте мы можем оказаться. Но хочется больше добра сделать людям и с добром жить. Я хотел бы отметить, что понемногу люди присоединяются к нам, люди на постоянной основе начинают с нами сотрудничать. Сотрудничество заключается в том, что многие материалы нам отдают по себестоимости, да, и это как минимум минус 30%, а где и минус 40%. Ну, я думаю, не стоит даже говорить о том, какая это польза, да. Хотелось бы, пользуясь случаем, обратиться к производителям металла, черепицы, кровли, вот. И еще очень постоянно мы то, что покупаем, это лес, да, и это большие затраты. В основном у тех семей, которым мы стараемся помочь, проблемы с крышами, то есть текут крыши, посредством этого дальше портятся дома разваливаются. Вот. И если бы с нами на постоянной основе кто-то сотрудничал бы, да, тот же лес, если бы нам хотя бы отдавали бы по себестоимости и металлочерепицу также по себестоимости, ну, нам бы это очень сильно помогло. Поэтому будем очень благодарны, если кто-то отзовется. На данный момент с нами сотрудничают пластиковые окна, нам уже делают по себестоимости, кафель нам отдают по себестоимости, полы, ламинат нам отдают по себестоимости. В нашем наборе, можно так сказать, осталось магазин электрики, если будет, магазин сантехники, если также будет, и лес, и кровля. Все, вот если вот потихонечку с нами будут сотрудничать вот все такие магазины, то нам будет намного легче. И те средства, которые с таким трудом собираются, по крупицам мы их собираем, мы сможем более эффективно потратить их, то есть больше купить материалов и большим семьям помочь. Поэтому не обязательно на этом товаре можно не заработать,
сделать благое дело и не уйти ни в минус и не заработать, просто отдать нам по себестоимости, и мы больше сможем сделать дел. Бывает так, что человек хочет помочь, но считает, что его 50 или 100 рублей не сыграют никакую роль. Это мнение ошибочно. 10 человек по 100 рублей – это уже 1000, на которую можно купить конфеты детям. Ведь у многодетной семьи не всегда есть возможность просто побаловать своих детей. Спешите делать добро. Все семьи, которые состоят у нас в очереди в фонде, да, то есть для того, чтобы побыстрее помочь большим семьям, было принято такое решение, чтобы помимо тех денег, которые собирают люди в помощь семьям, да, еще сделать что-то от себя. Я через социальную сеть обратился к предпринимателям. Первые 20 тысяч я внес от своего магазина. Вот. Была такая семья, она в Ткварчели, эта семья живет, там 6 детей, они жили в ужасных условиях просто. Вот. Надо было исправлять эти условия. Но если бы мы это делали через фонд, нам бы пришлось долго ждать, так как есть еще семьи впереди, и сборы не так быстро завершаются. Поэтому было принято решение, в Ткварчели дом стоил всего лишь 200 тысяч. Я внес 21 тысяч и обратился к предпринимателям, чтобы еще 9 человек внесли такой же взнос, и мы купили бы этот дом. Вот. К счастью, откликнулись люди. Хотелось бы одного человека выделить, я думаю, никто не обидится. Мне первым, кто раздался звонок, позвонил парень и изъявил желание увидеться по поводу моего объявления о помощи семье в покупке дома. Вот. При встрече меня до глубины души правда поразил именно этот человек, так как это не был какой-то супер обеспеченный человек, там супер большой бизнесмен. И из разговора с ним я узнал, что летом он занимается туристами. Вот. Есть такая страничка в Инстаграм Тура Ибга. Зовут парня Денис. Вот. А зимой он работает зарабатывает физическим трудом. То есть он своими руками зарабатывает. Вот. У него 3 детей. И когда он мне давал эти деньги, он мне сказал: вот я получил зарплату. Когда я увидел такое объявление, я не смог остаться в стороне. Вот. У меня у самого дети. И мне бы хотелось бы, он привез мне 10 тысяч. Он просто от своей семьи взял, они посовещались, и он привез вот эти первые 10 тысяч. Первый, кто отозвался. Огромная ему благодарность. Пусть благосостояние таких людей увеличивается посредством их добрых дел. Очень бы хотелось. И потихонечку потом вот мы стоим как раз в кафе «Смолол» рядом. Также он внес свой вклад 20 тысяч. Потом ТМТ Брокер. Есть ребята, тоже внесли 10 тысяч. Также в интернете отозвался один интернет-магазин детской одежды. Тоже внесли 10 тысяч. Девушка просто вообще не с Абхазии, с Петербурга, она увидела объявление, тоже внесла. И таким образом нам удалось собрать 75 тысяч рублей. И произошло такое хорошее очень событие. Это объявление увидела Инга Ашуба. Вот. Она написала мне, говорит, у меня дом тоже в Ткварчели. Рассказала об этой ситуации своему брату, и они быстро приняли решение, не колеблясь, они подарили дом этой семье. И таким образом семья с 6 детьми обрела дом. Хочу выразить ей огромную благодарность. Это действительно большой, серьезный поступок, добрый поступок. Пускай вернется ей благом и добром это дело. Деньги у нас остались, мы еще собираем. Есть одна семья, там 4 детей, у них тоже очень плохие условия для проживания. Вот. То есть та сумма, которую мы собирали на дом, она у нас осталась. Ко мне еще обещали присоединиться стоматологическая клиника, сказали, что тоже поможем. Все к чему это? Что не обязательно ждать какие-то фонды. Да? Сегодня фонды, они не справляются с тем потоком людей, которым надо помочь.
И каждый, кто занимается бизнесом, я думаю, в окружении у него есть такие же люди, занимающиеся бизнесом, имеющие какие-то возможности, да, и если даже просто подумать, объединившись там 10-15 человек, скинувшись, да, можно решить проблему одной семьи, можно поехать сделать кому-то крышу, вы спокойно сможете обратиться в фонд Киараза, у них есть списки всех остро нуждающихся семей, сможете обратиться к ним, они вам покажут кейсы, кому остро нужна. И вы можете просто, не передавая деньги, не дожидаясь никакого фонда, сами поехать, увидеть эту семью, прийти в эту семью и сделать им доброе дело. И если таких вот по 10 человек будет много, да, как бы ячеек, можно сказать, то многим можно будет помочь. И я думаю, для любого человека, занимающегося бизнесом, эти 10-20 тысяч, они роли никакой не сыграют, но зато будет сделано благое дело, и какая-то одна семья, какие там 5 или 4 детей, или мать-одиночка какая-нибудь, которая 20 лет не имеет воды, носит вручную, да, она приобретет что-то, либо там сделать можно будет воду, либо крышу или тому подобное. Очень много нужд. Поэтому хотелось бы призвать, не обязательно ждать кого-то, объединяйтесь, кто занимается бизнесом, это наши люди, это наши дети, объединяйтесь, помогайте им.